Сатана хочет, чтобы вы служили ему. Вот чего он хочет. Он хочет сделать вас своим рабом. Это у него на уме и в его планах. Знаете ли вы, когда он начинает это планировать? У него это бывает в планах с самого вашего детства. Как вы начинаете расти? Как мне сделать так, чтобы этот мальчик или эта девочка стали моими слугами, чтобы они служили мне, а не служили Аллаху? Это его план, его миссия. Как он это делает? Обратите внимание на его план. Как можно сделать так, чтобы маленький невинный мальчик сходит с правильного пути? Сатана сидит, почесывая себе голову, смотрит на другого сатану, а тот: «Ну что, у тебя есть план? Есть план?» «Да, есть». «И какой у тебя план? Как ты собираешься сбить этого мальчика с правильного пути?» «Я знаю как, не волнуйся. Я думаю над этим». Что они делают далее? Они хотят заставить этого мальчика веселиться. Да, просто веселиться. Первое — это веселиться. Затем завлечь его в толпу других мальчиков, которые тоже веселятся. Это просто веселье. И они все смеются. Так, они веселятся. Следующее после веселья. Ты видел, как они веселились сегодня? Да, я видел это. А что ты собираешься делать дальше? Да и что? Мы сделаем их приятелями, друзьями. Так они будут дружить между собой. Когда же они подружатся друг с другом, то в один день к ним придет старший из друзей, а после этого они уже начнут делиться с какими-то своими секретами. А когда они делятся секретами, то один спросит: «Эй, а ты слышал о жизненных фактах?» Жизненные факты? Что это такое? О, ты что, не знаешь, что такое жизненные факты? И об этом говорят 10-летние дети. Возможно, и 9-летние. В наше время я не удивлюсь, если даже 5-летние будут говорить о таких вещах. Серьезно. Время сложное. Очень трудное время. Как бы ни было. Итак, они говорят о жизненных фактах. После этого он говорит: «Эй, давай сделаем что-нибудь, замутим там». Ты видел его друга? Ты видел, что я с ним сделал? Я заставил его пренебрегать опасностью. А ты продуманный, я не смог сделать того, что сделал ты. А что дальше? Ты смотри. Они планируют. Один шайтан идет к одному, другой шайтан идет ко второму и начинают наущать их. Эй, а давай... Невинная вещь. Эй, давай нарушим правила. Давай просто нарушим правила. Давай не пойдем в школу. Пропустим школу. И так они думают, что обрели свободу этим. Ты видел, что я сделал? Учись. Я твой учитель и буду учить тебя. Да, я учусь. Что дальше? Подожди. Итак, когда дети нарушили правила, дальше в один из дней один из них берет сигарету, и он хочет прикурить ее. И он говорит другим: «Эй, будешь сигарету?» «А ты смотри, смотри, как я заставлю его закурить сигарету, смотри!» А другие дети: «О, нет, 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 нет! Эй, ты трус! Ты курица!» «Нет, я человек!» Берет и... Он кашляет, как курица, но все же курит, потому что хочет показать себя смелым, отважным, отважным. Так он курит. Он ненавидит это. Первое, что Аллах заставит сделать, вы возненавидите это. Затем он начинает курить. Так как он находится среди друзей, которые тоже курят, он тоже начинает курить. Далее он желает уже покрасоваться. Пытается делать маленькие кольца. Он пытается, так? А что следующее он захочет сделать? Он уже начинает думать, что эта сигарета... Это ерунда какая-то. Эй, смотри, что я с ним на сей раз делаю. Это будет интересно. А ты учись, маленький шайтан. Смотри и слушай. Я заставлю его подумать, что это для него маленькая вещь. Маленькая. И он говорит: «Да что это такое? Я вообще не получаю кайф от этого. Фу на эту сигарету. Трава. Давай попробуем траву и вонючку. Вонючку и траву». То, что называется вонючкой, если у вас есть мозги, то вы понимаете, что оно воняет. Я употребляю вонючку и сам воняю, как вонючка.
А что же такое сорняк? Это то, что вам не нравится. Вы его обнаружите, то отрезаете и выкидываете. Давайте называть вещи своими именами. Вонючка и травка, как бы то ни было. Он употребляет траву. И они называют ее чем-то блестящим и чем-то небольшим. И когда он в первый раз употребляет траву, то он делает так. Он начинает смеяться. Так, как никогда до этого не смеялся. Другой пробует это, и они все начинают смеяться. Они меняются. Что-то происходит с моими мозгами. Эй, как? Вау! Я кайфую, это здорово. Это круто, это круто. И он хочет еще больше. Эй, ты видел? Это еще не все. Это не все. Подождем, пока полностью не испортим его. Итак, они употребляют траву. Спустя немного... А что же происходит на моей стороне? Ты совершаешь свои 2 раката обязательной молитвы. Через немного думаешь, а почему я сделал только обязательную молитву? Давай-ка я совершу и суннат молитву. Совершил суннат, потом думаешь, а давай-ка я еще и займусь поминанием Аллаха. Ты говоришь, Субханаллах, Альхамдулилля, Аллаху Акбар. А спустя немного говоришь, я хочу сказать еще. Вы делали зикр 20 минут, захотели делать 40 минут, делали 40 минут, захотели делать час. Потом заняться чтением, вы захотите поехать на умра, на хадж. Вы захотите совершать молитву тахаджуд, а затем пожелаете увеличить эту молитву. Видите, с моей стороны происходит все вышеперечисленное, и вы получаете наслаждение и хотите увеличивать его. А с его стороны что? Разумеется, тоже хотите увеличивать. Так что спустя немного та же трава, употребляемая им, уже ничто. Потом он начинает искать уже другую вещь, коноплю, чтобы войти в экстаз. Переходит на более сильные наркотики, такие как героин, кокаин. Если же он уже дойдет до этого, то это потерянный человек. Это в самом деле так. Когда он употребляет уже такие вещи, то его наслаждение увеличивается. Он начинает чувствовать, что он может делать все, что он хочет. Словно непобедимый, ведет себя так. А позже уже так. Он делает все, что хочет. Он воображает весь мир и делает все, что хочет, но уничтожает свое тело. Такова цена за подобное наслаждение. Вокруг бывают и девушки. А что же они делают с девушками? Сестры, которые слушают, берегите, пожалуйста, себя. Потому что сатана строит свои планы очень коварно и задолго. Их планы начинаются издалека. Как же они вовлекают девушек? Девушки попадаются на это, потому что тоже хотят нарушить правила. Девушки тоже хотят веселиться. Девушка приходит, тоже начинает употреблять что-то, а потом... И он тоже. А кто смеется? Больше всех смеется сатана. А дальше происходит так, что парень заставляет девушку употребить более серьезные наркотики. А когда же они переходят на более серьезные наркотики, то эта девушка уже зависит от этих наркотиков. А что дальше? Они заставляют девушек заниматься проституцией. Он говорит, ты хочешь наркотик? То давай сделай для меня это, и я дам тебе 2 грамма этой конопли, или же кокаина, или я не знаю, чего бы там ни было. Теперь они попали в своего рода рабство. Она в рабстве. Еще другие также. Что они делают теперь? Среди них бывают те, которых называют стрелками и рабочими. Стрелки и рабочие. Вы не подумайте, конечно, я не был там среди них. С коноплей у носа, доходящих до мозгов и говоря при этом. Понимаете, не волнуйтесь. Просто ко мне приходят люди, которые рассказывают обо всех этих вещах. Я спрашиваю их, расскажи мне обо всем, как происходит весь процесс. Так вот, у них есть рабочие. И этих рабочих они заставляют продавать. Видите, есть 2 вида сатаны. Один не знает, когда остановиться смеяться, а другой знает, когда остановиться смеяться и когда начать продолжать снова. Первый сатана – это маленький, он только и знает, как смеяться. Ну как 2 детей в школе, один постоянно смеется, а другой, который рядом с ним, заставивший его смеяться, в руках которого игрушка, ключ, посредством которого он заводит другого, он никогда не смеется. Он не смеется, и это и есть большой сатана. Но ты никогда не можешь поймать его. Я видел такую ситуацию, 2 детей в классе, один из них. А другой же, который заставил первого смеяться, он сидит вот так.
Но ты знаешь, что это именно он и делает все. Он мистер заводила. И с наркотиками все обстоит так же. Есть два типа стрелки, и они всегда остаются чистыми. Они заставляют всех других ребят работать на себя, говоря: «Эй, послушай, я дам тебе несколько килограммов наркотиков. Иди и продай мне их. Получи такую-то сумму. Возвращайся с этим, и я дам тебе такой-то процент, а остальное мое». Они имеют дело только с наличными, а вся наркота бывает в руках рабочих. И эти стрелки, хотя и остаются вроде чистыми, но потом они совершают очень серьезные преступления. Что значит то, что они становятся наркобаронами, потом торгуют оружием, потому что все это только увеличивается. А в моем мире, дорогой друг, какой-нибудь парень с другим человеком совершает 2 раката, и он хочет делать больше. Он видит, как другой дает милостыню, и он хочет давать так же, как и другой. А в том мире что происходит? Некто продает наркотики. Этот парень знает, что если он ограбит такого-то наркодилера, что тот не может пойти в полицию. Полиция, полиция! Эй, полиция, подождите, он только что украл у меня наркотики. У меня было 10 килограмм. Он забрал их, поймайте его. Он же не дурак делать так. Он не может говорить о наркотиках. А что же они делают? Эти наркодилеры начинают грабить друг друга. Далее все становится хуже. Это перерастает в серьезные преступления. Они грабят друг друга, убивают за это. Когда они употребляют такие наркотики, то идут на все. Они грабят свои семьи, грабят невинных людей. Они убивают людей за эти деньги, чтобы достать наркотики. Они идут на все. А сатана сидит и говорит: «Эй, ты видишь меня? Теперь мне не нужно ничего делать. Он теперь больше сатана, чем я. Да, он теперь больше сатана, чем я. А я что? Я иблис, но я же не наркодилер. Иблис никогда не употребляет наркоту. Вы только подумайте, вы ведь хуже иблиса в своих преступлениях. Сатана сказал вам заниматься наркотой. Вы начали продавать, но сатана сам не торгует наркотой. Сатана не заставляет людей делать такие вещи. Он больше сатана. Если я увижу его, то просто убегу от него. Серьезно, вы на самом деле больше шайтан, чем он. Но чего вы не осознаете, так это то, что вы становитесь слугой сатаны. У вас был шанс стать рабом милостивого, но вы стали рабом сатаны. Он вас поймал. Он вас одурачил. И в судный день он окончательно над вами поиздевается. Все, вам конец. Вы лучше одумайтесь, пока еще не слишком поздно. Это все, что касается наркомании.